Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Аллах Всемогущий не создал человека мощнее, сильнее и мужественнее пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Человек может подумать, что мужество заключается в его грубости и жесткости. Основная черта дорогой жизни пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, как особенность выдающегося человека, проявлялась в бережном отношении к своим супругам, в добром отношении к своей семье. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил: «Наилучший из вас тот, кто добр к своей семье, и я самый лучший для моей семьи». В другом предании говорится: «Наилучшие из вас те, кто добры к своим женщинам, а я самый добрый для своей семьи». Сегодня, когда мы размышляем о романтике, о чувствах, о любви и переносимся в эпоху пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, мы находим его самым нежным, самым превосходным, самым благородным из людей во всех отношениях. Рассматривая любовь и верность пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, мы задаем вопрос: какой же была любовь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, к Хадидже, да будет доволен ею Аллах? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, проявляя верность в любви к Хадидже, да будет доволен ею Аллах, когда приносил барашку в жертву, говорил: «Возьмите это мясо и распределите между подружками Хадиджи, да будет доволен ею Аллах». Это говорит о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не забывал даже подружек своей жены. Некоторые люди представляют пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как человека, который говорил на литературном языке, как человека величественного, а внушающего почтительный страх, вокруг которого сидят люди, как будто бы на их головах птицы. Один из подвижников, чувствуя все это, спросил однажды Айшу, да будет доволен ею Аллах: «Как удавалось тебе сидеть рядом с посланником Аллаха? Ведь когда мы садимся перед пророком, саллиллаху алейхи вассалям, то не можем даже глаз поднять, мы не осмеливаемся смотреть на него». Аиша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Пророк, алейхиссаляту вассаляма, в доме бывал, как один из нас, смеялся с нами, кушал с нами и подметал дом». Кто из нынешних мужчин подметает дом? Мужчина, который прибирает в доме, чистит баню, сегодня считается не очень мужественным. Это считают оскорблением его достоинства. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подметал дом. Пророк, алейхиссаляту вассалям, шил одежду, латал ее, связывал бурдюки. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила: «Но как только муаззин начинал читать азан, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как будто не знал нас, а мы его, саллиллаху алейхи вассалям». Пророк, алейхиссаляту вассаляма, со своими женами был справедлив, украшался для своих жен, сохранял хорошую форму, прилежный вид. Пророк, алейхиссаляту вассаляма, благодаря своей милости смеялся вместе с женами. По преданиям, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, бегал на перегонки с Айшей, да будет доволен ею Аллах. Когда-то опережала его она, когда-то побеждал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Размышляя о романтике, о красоте, мы рассказываем о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, и мы приводим в пример не единичные случаи из истории пророка, алейхиссаляту вассаляма, как могут представить себе некоторые. Такова была вся жизнь пророка, алейхиссаляту вассаляма. Вся жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, с женами проходила именно так. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хотел вернуться, не совершив хадж в день худайбийского перемирия, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были в большой печали, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, зашел к своей жене опечаленным. Сподвижники не услышали его, саллиллаху алейхи вассалям, слов. Умму Саляма, да будет доволен ею Аллах, спросила его: «Что с тобой?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Мои сподвижники сделали это, сделали». Она, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Не обращай внимания на них, о посланник Аллаха, выходи, принеси жертву и сбрей голову, и они сделают это». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, принял совет Умму Салямы, да будет доволен ею Аллах, в этой ситуации. И вписали в историю женщин, что пророк Мухаммад, сын Абдуллы, саллиллаху алейхи вассалям, которому ниспослано откровение от Аллаха, самый умный и самый проницательный, самый мужественный из людей, принял совет своей жены в судьбоносном решении. Примером заботы пророка, алейхиссаляту вассалям, о своих женах является то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не совершал путешествия без одной из своих жен.
Он даже бросал жребий каждый раз, когда хотел выйти в дорогу. А в прощальный хадж пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, взял с собой всех своих жен. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от присутствия жены не чувствовал тяжесть. Примером красивого отношения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к своей семье является то, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был со своей женой Софией, да будет доволен ею Аллах. И София, да будет доволен ею Аллах, захотела подняться на верблюдицу, но не смогла. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спустился на землю, подложив свое колено ей, и София, да будет доволен ею Аллах, ступила на колено пророка, саллаллаху алейхи вассалям, своей ногой, дабы смочь подняться. Это можно сравнить с тем, как один из нынешних мужчин, например, открывает для своей жены дверь машины. При этом он ощущает радость того, что в этом он следует пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за всю свою жизнь ни разу не поднял руку на женщину. А разве мужчина тот, кто думает, что его мужество заключается в избиении своей жены, в показе своих сил рукоприкладством? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мужественнее нас в 1000 раз, и он, алейхиссаляту вассалям, никогда не поднимал руки на женщин, потому что он, саллаллаху алейхи вассалям, был совершенным. И сегодня тот, кто поднимает руку на жену, это человек с недостаточным мужеством. Что касается человека, который хочет быть мужчиной, как наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то он бережлив, он ласков, терпелив, кроток, он тот, чье лицо не покидает улыбка при виде своей жены. Это и есть настоящий мужчина. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, господин мужчин, боялся за женщин. Это обращение к женщинам. Вы, женщины, верьте, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, самый жалеющий вас из людей во всем мире. Последними словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, при его тяжелом состоянии были завещания намаза и слова: «Обходитесь с женщинами хорошо, обходитесь с женщинами хорошо, обходитесь с женщинами хорошо». Это был девиз господина мужчин, саллаллаху алейхи вассалям. «Наилучший из вас тот, кто добр к своей семье, и я самый добрый для моей семьи». О тот, кто хочет стать близким к посланнику Аллаха, любимым для посланника Аллаха, похожим на посланника Аллаха, обращайся к своей жене красиво, превосходно, прояви терпение, будь кротким, будь ласковым, будь довольным с ней, старайся исполнять свой долг перед ней, совершай добро. Это приблизит тебя к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сделает тебя похожим на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в благодеянии, которое соберет тебя с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в судный день у его особого источника хавда, называемого черпающимся, иншаллах. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».